Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, где у нас шеф-повар Семен Тарбахов, мой постоянный соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел в гости Александр Ковалев. Александр у нас оператор ГРС номер 1, Саха Транснефтегаз. Александр, приветствую. Познакомьтесь с Семеном. Спасибо, что согласились принять участие в нашей передаче, потому что я все время забываю это сказать. И так как у нас кулинарное ток-шоу, с чем вы к нам сегодня пришли, что будете, как говорится, готовить? Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим борщ. Борщ. Все просто и вкусно. Хорошо, передача у нас 45 минут. Так быстро борщ не готовится, я знаю. Да. И поэтому... Дело в том, что я подготовился к передаче и принес с собой уже готовый мясной бульон. Дело в том, что бульон может вариться до 1,5 часов, смотря какое мясо вы будете использовать. Да. И тем не менее все равно решили, даже несмотря на формат передачи, все равно решили борщ. Почему борщ? Дело в том, что когда мужчина в каждой семье, каждый мужчина, когда приходит с работы голодный и злой, грубо говоря, хозяюшка должна его накормить. Нормально. Просто пельмешки там из магазина или что-то, это как бы так себе. Борщ – это уникальный продукт, который дома должен готовить. Вот. Да, каждая семья должна сердцем и душой, периодически, как говорила моя бабушка, раз в сутки супчик должен быть в желудке. И борщ – это уникальная смесь всех полезных витамины, продуктов, витамины и все прочее. И сытно. Для мужика вот как раз действительно самое то. И правда, согласитесь ли с тем, что, Александр, что говорят, что борщ вкусный вчерашний, а то и позавчерашний? Позавчерашний не сомневаюсь, но вчерашний точно вкуснее. Дело в том, что за ночь все там поженится и настоится, и будет просто огонь. Со сметанкой, с зеленью. Ну хорошо, но у нас будет свежий борщец, тем более, что вы его уже подготовили. Бульон у нас уже, тем более, что подготовил, уже и стоит, уже практически закипает, да? Так, а рецептов же вообще великое множество. Нет такого канонического рецепта. Закладывают. Да. Тем временем Семен уже мясо докладывает. Мясо лучше использовать на косточке. Ну, чтобы в вашем случае это говядина, в вашем случае может быть любое мясо, даже курица, в принципе, пойдет. На чем угодно. Но я говорю, что борщ... Такого канонического рецепта специального нету. Может варьироваться, и каждая хозяйка, каждый даже ресторан может по-своему готовить. Конечно, Петр, есть основа. Это вот основные продукты, которые вот сегодня у нас на столе. Это мясной бульон, свекла. Мясо. Мясо, мясной бульон. У нас был гость, прости господи, готовил вегетарианский. Без мяса. Согласен. Можно, кстати, есть борщ без мяса. Если кто-то не потребляет мясо, можно использовать. Чисто на растениях, овощах. Это капуста, свекла, морковка, картошка и томаты. Базовые продукты, без которых борща не получится. Получится какие-нибудь щи или там, что-то такое. Или просто суп. Просто суп овощной, да. Хорошо, доложили в бульон мясо и продолжаем что-то делать. Ну, с Семеном я видел, что до передачи общались очень тесно, уже решили, что делать. Семен уже знает. Да, позвольте, пока не тратить эфирное время, давайте вас тоже загрузим немножко. Вот нужно порезать помидорку, а я, например, почищу картошку. Давайте. И по ходу будем... Так, вы тогда берите этот нож, а я потом уже возьму. Я могу свой взять. Могу свой взять, но до этого возьму, до того, как возьму, Александр, вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Редактора наши не очень любят, но телезрителям наверняка интересна такая рубрика, традиционно у нас называется... Александр, расскажите, пожалуйста, как вы дошли до жизни такой? Откуда вы родом, где учились и все прочее? Все просто. Я сибиряк, я родился в городе Омск. Так. Жил... Миллионник, по-моему. Да, жил в рабочем поселке Русская Поляна. В 4 классе я переехал в Якутск. Родителям предложили очень хорошую работу. Мы переехали сюда посмотреть и закрепились. До сих пор я здесь. Как говорится, много. Да, оброс семьей, друзьями, работой. И поэтому, наверное, достиг каких-то успехов, из-за чего вы меня сюда приглашаете. Собственно, почему я здесь стою, да? Раз уж я кем-то являюсь. Но вы сейчас работаете, вот, ГРС номер 1. Что это такое, как правильно расшифровывается, хотя я немножко знаю. Чем связана ваша работа? Я работаю газооператором на газораспределительной станции. Это ГРС номер 1 города Якутска.
Ну, я так понял, есть название, распределяет газ. Да, если коротко представить, я вам могу, вот для неведущих, Мгм. газ из-под земли выходит, месторождение газа, Ну да, да. Где-то выходит его по трубам, да, добывают, да, в Кызылсыре, закладывают в трубы, стоят, он идет. по трубам идет газ, и Мгм. перед тем, как попасть потребителю, ну, в вашу газовую плиту, либо на турбину на ГРЭС, Мгм. либо на ТЭЦ, он проходит подготовку. Его нужно очистить от механических примесей капельной жидкости, которая сопутствующая природным Ну, вот этим явлениям. то есть, видимо, через какие-то фильтры, Да, фильтры, очистительные. сепараторы проходят, затем подготовка идет по давлению. Дело в том, что месторождение у нас там высокое давление идет, и Мгм. нужно его снижать, чтобы потребитель мог безопасно использовать газ. Ну, то есть, который у нас по трубам в квартиры приходит. Да, да, да. Вот этот газ, да? Да. Он же не под давлением идет. Ну вот, потому что у меня был случай, вот в баллонах красных он под давлением. давление разное бывает. А давление разное, да. До ГРС давление около 40 килограмм на квадратный сантиметр. Так. После ГРС, например, на городские сети 6 килограмм. Ага. А уже в квартиру после ГРПШ приходит 200 миллиметров водного столба. А, Ну, то есть ну, небольшое то есть давление, небольшое, чтобы, да, но лишь бы есть. да, как бы, безопасно, то есть чтобы было достаточно. использовать. Нет, ну я говорю, что вот баллоны, которые вот закачиваются на станциях, он же под очень сильным давлением. Правильно? Или нет? Нет тоже, да? Нет. Потому что у меня был случай, когда вот это все возгорелось, было страшно. Как это, дихлофосом вот так. Газ горит очень эффектно, Эффектно. но его, в принципе, ну, можно локализовать достаточно быстро. Да? Ну, мы не знали, как локализовать, проверяли спичками, и как бы это, спички детям не игрушка. Мы поняли, что Да, это... спичками проверять не стоит, конечно. Да. Утечки газа обнаруживаются либо специальными приборами, либо мыльными растворами. И туда, по-моему, добавляется еще отдушка для того, чтобы человек зашел, если вдруг в квартиру, сразу почувствовал запах Да, газа. в газ на газораспределительных станциях в газ добавляют специальное вещество, которое называется одорант. Мгм. Это, Одорант. которое именно придает запах газу. Мгм. Потому что же Специфический. сам по себе же газ не пахнет. Да. Ну, либо чуть-чуть пахнет, который человек Да, у него есть обычно не специфический небольшой запах, но его утечку в малых дозах может обнаружить очень сложно. Ну, И то есть поэтому, под- именно на нюх. поэтому адарируем газ, чтобы его Ага. для безопасности обнаружить в случае утечки. Мгм. Так, мы взяли немножко паузы, помыли нашу картошку. И вы, по-моему, просили меня помидорку нарезать или что? Да, пожалуйста. Как? Мелким кубиком. Мелким кубиком, да? Ну, вот это, наверное, сердцевину убрать. Так. Ну, Александр, вы рассказали, чем вы занимаетесь, да, но вы не рассказали, как вообще, я так знаю, вы занимались, чем только не занимались. Для свеклы. Мгм. Можно вот эти. Да, много чего пришлось сделать в Мгм. жизни. И я знаю, что вы мастер на все руки. Ну, можно и так сказать. Мгм. Ну, то есть, как часто бывает, как говорят, что руки из правильного места растут. Так Да, же? очень бы хотелось в это верить. Мгм. Дело в том, что жизнь меня заставила с 15 лет трудиться на стройке. Помогал матери делать ремонт, и она у меня отделочник. Мам, привет. Мгм. Поле чудес немножко можно. Да, Привет. мам, большой привет. Она по-любому будет смотреть передачу. Ага. Вот, в общем, она приучила нас с братом. У меня брат Дмитрий, на год старше. Мгм. Она приучила нас с братом к труду. Мгм. Мы понимали с детства, что не все так просто, с неба не падает. И Мгм. поэтому пришлось, как говорится, работать на разных работах. И все делать руками. Да, я после школы отучился, работал электромонтажником. Не, я просто знаю, что мы примерно одного возраста, и мы как раз, наша юность, наша молодость пришлась на непростые 90-е лихие годы, когда Да. все эти возможные перестройки, дефолты, изменения, развал страны и все прочее, то есть когда была вообще неясность. Да. Да, работы нету, либо работа есть, зарплаты нету, либо зарплаты есть, работы нет. Ну, то есть какие-то такие моменты, когда вообще не знаешь, что нужно делать, но иногда нужно брать просто действительно судьбу в руки, засучить рукава и что-то делать. Совершенно верно. Ага. Ну и вот со временем пришлось нарабатывать много разных навыков. Мгм. И сейчас эти навыки я применяю. По жизни. Да. Да. Ну, то есть ремонт сделать руками и плотничать, и в саду, и в огороде, все. Ну, то есть Да, то, что так должен... получилось, что когда нам выделили участок на Тонеряхе в советские годы, Ага. мы сами, я, мать и брат, построили там дом, гараж, баню. Пока Ух ты. строили, учились
правильному строительству. Так, как говорится, методом проб и ошибок, да? А приходилось что-нибудь переделывать? Что сделали, так, блин, не так оказывается. Конечно, по началу трудовой карьеры по строительству приходилось много, конечно, всяких случаев было. Либо вот тот известный случай, когда говорят, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это мое золотое правило. А, Это мой жизненный принцип. ну, А еще очень хорошая поговорка, которую я просто восхищаюсь и применяю к себе. ложится ровно, да, на деятельность. Ага. Какая? Глаза боятся, а руки А делают. руки делают, да? Да, это да. очень важно. Многие почему-то могут сами сделать себе ремонт, но Мгм. боятся, Ну, что что-то не боятся, да. получится, да. Да, где-то накосячу, где-то Да, не да, так, да. На что-то самом деле- пойдет. Все гораздо проще, чем вы думаете. Мгм. Поэтому сейчас у меня Сколько профессий, как вы думаете, овладели уже? Ну, приблизительно. ни разу не считал, не занимался Мгм. подсчетами, но как минимум 4 диплома у меня есть. Ах ты! Мгм. Образование. Да, Ага. официальное образование. И как максимум, наверное, нет предела совершенству. Любой человек, мне кажется, мы сами, вот как мы сами боги, сами творим свою судьбу. Ну да. Как мы себя будем вести, так и будет у нас в жизни. И окружение мы себе создаем, какое мы захотим. Мгм. Правильно? Мы Так, а как вы шли вообще в газовую отрасль? Это был специальный выбор или специально учились, чтобы я вот вырасту, стану газовиком? если бы такое? кто-нибудь когда-нибудь сказал бы мне, что я буду Молодому работать, юнцу, работать с газом, вчерашнему я бы выпускнику, да? посмеялся, наверное, ему в лицо, потому что я не представлял себя никогда. Простые люди, не мы, простые люди боятся газа, электричества. Ну, да. Согласитесь, Ну да, его это, потому ну, что то есть- вроде бы не видно, а оно есть. Да, И газ, и электричество его не и видно. где-то там какие-то Да, опасности и вроде несет- как таятся. И несет опасность за собой. Ну да. Именно поэтому, наверное, я пошел и электриком, и газовиком. Мгм. Но сам путь к газовику мне практически случайно пришел. Как? Я устроился в 2000 году на работу в Якутгазпром тогда Так. охранником. Ага. Спустя год я дежурил на газораспределительной станции, и спустя год там освободилось место оператора. И ребята, мы уже ежедневно мы встречались, мы все знакомы были, и ребята пригласили меня, говорят, Попробуй. может, хватит сидеть охранником, иди Да. на нормальную работу. Че калитку охранять, да? Да, Ага. увидели, видимо, во мне потенциал. Ну. Тогда был у нас, господи, сейчас, надо еще одну доску, видимо, картошку порезали, выпать. Вот я нарежу. В общем, видимо, увидели во мне потенциал Мгм. и пригласили оператором. Мгм. А что делает оператор? А, Оператор следит за всей работой всей станции. Мгм. То есть за исправностью системы и оборудования. Давление. Да. Датчики смотрят вот В так. случае неисправности адекватно нужно реагировать, поскольку да, от диспетчерскую этого, позвонить, да, от вызвать. этого зависит многое. Мгм. Это предприятие по жизнеобеспечению, можно сказать, всего Мгм. города и районов. Мгм. Наш коллектив отличается своей сплоченностью, Мгм. и все очень люди такие хорошие. И держатся. Да, все держатся. Да. Ну вы уже, получается, с 2000 года, 23 года Да, уже, да? И совершенно карьера уже в рост пошла. То есть с охранника, обычного оператора, уже вот оператор Ну, дело в ГРС. том, что сейчас я уже давно работаю оператором 5-го разряда. Это максимальный разряд на нашей станции. М. Мне предлагали, конечно, работать и мастером, и выше куда-то можно было пойти, и образование мне позволяет. Но дело в том, что природой так заложено у каждого человека, что не каждый, к сожалению, сможет стать хорошим директором, хорошим перспективным предпринимателем, потому что, может быть, у него Каждому заложены разные эти. Да, разные функции заложены. Кто-то, например, истеричен, он не может управлять коллективом. Мгм. Может быть, поэтому я не Либо, стал начальником. либо, наоборот, чересчур деспот. Да, Либо да. любит, когда только по его, Либо либо тиран, неправильно. конечно, коллектив Да, типа его тиран, не примет, да. если он тиран. По-моему, либо неправильно. Именно поэтому я Да. до сих пор работаю на станции. Ага. Ясно. Ну, то есть вы себя и видите и через 10, через 20 лет, и на пенсию выйти уже в родной Мне компании уже около работать. 50, и я Но. полагаю, что если я выйду на пенсию,
когда-нибудь? Возможно, у меня преподавательский талант. Скорее всего, это, кстати, тоже не всем дано. Скорее всего, я буду преподавать молодым перспективным людям газовое дело. Что они как делают? Да, а на газовика нужно специально учиться? Конечно. Когда я пришел в 2000 году, тогда можно было учиться по ходу. Но правила с годами усовершенствуются, меняются, усложняются. И сейчас, чтобы устроиться газооператором, нужно как минимум высшее образование. Какое-то? Ну, хотя бы техникум строительный по газовой специальности. Ну, я знаю, я когда учился, была в Москве Ганга. Ой, московское образование гораздо топ, выше ценится. Ну, у меня местное образование. Ну, я так полагаю же, что отрасль же, она не старая, она же относительно молодая получается. Газ же я бы не сказал. 50 лет в прошлом году отметили наши станции. Ну да, нет, это относительно новое. Если, допустим, взять с той же солярой, с бензином, с теми топливными ресурсами, которые у них есть, да, ну то есть углем топят уже 200-300 лет, а газом, относительно 50 лет получается. Ну, то есть относительно новое, я говорю. Для человечества? Для человечества в целом, да. Ну да. Ну да, Может быть, какие-то новые как говорят, альтернативные источники электроэнергии, энергии тоже могут быть, да? Как вы на это смотрите, например? Я очень надеюсь, что в ближайшие десятилетия мы пересядем все на электрокары. И будем летать. Ну, насчет летать сомневаюсь, тут надо провода все убрать над городом, чтобы летать и так далее. Чуть повыше летать. Это очень сложно, конечно. Ну, как минимум на электрокары, чтобы экономить или совсем отказаться от жидкого топлива. Ну, там... Вредных выбросов. Да, вредных выбросов тех же самых. То же самое. Хоть смога не было бы летом. Господи, зимой у нас, да? Согласен, вот это тумана. Насколько, автоматизация, все это сильно изменилось? Сейчас у нас построили новый резервный узел редуцирования. Это наша станция все-таки устарела уже. За свои годы она выбрала свой потенциал, так скажем. И сейчас построена при ГПЗ станция резервный узел. Она берет на себя большую часть распределения газа на сегодняшний день. И там, конечно, автоматизация на уровень выше, да, может быть, на несколько уровней выше, чем на нашей станции, которую разрабатывали тогда, 50 лет назад. допотопные времена, как говорят. Но, тем не менее, даже тогда была заложена такая хорошая перспектива в эту станцию, что она до сегодняшних дней она может отработала. И работает. К сожалению, сейчас полный объем она не может через себя пропустить физически. Именно поэтому распределение потоков идет на другие станции. Хорошо. Ну, работу, я так думаю, покончили, а то как бы это получается допрос. Да. Александр, расскажите про семью свою. Женат. Да, я знаю, Маша, привет, дети, привет. Многодетный отец, да, и все прочее. Да, у меня 3 детей. Старшая Алина, взрослая девочка, живет одна, самостоятельно. Сыну 19, учится в техникуме местном на IT-специалиста. Ну и дочь Алена, 9 лет. Она у меня видеоблогер. Да, кстати, да. Достигла неплохих успехов. 370 тысяч подписчиков, лайки. Да, это очень много. Да. Хорошо, что есть такое. И вы тоже ей же помогаете, Дело в том, что да, совершенно она в 7 лет пришла в это приложение, так скажем. И я, как отец, должен был управлять ее контентом, чтобы не получилось чего. Но ребенку все-таки 7 лет. Да, вдруг она снимет какую-то ерунду. Опозорить семью. Зачем это надо? Родители должны следить. Кстати, родители, следите за тем, что снимают ваши дети. Иногда такая чушь попадается. И просто за тем, что смотрят ваши дети, тоже немаловажно. Это тоже очень важно, потому родительский что сейчас контроль и все прочее, потому что интернет просто перенасыщен всевозможной информацией. Где нужно отсеивать, потому что, ни для кого секрет, что бывает, всевозможные случаи, которые хотелось бы оградить наших детей. Согласен. Да, прямо так сказать. Это очень такой серьезный вопрос, и сейчас вопросы законодательно, на уровне все равно что-то решается, но тем не менее, нет да нет и где-то просочится. Кстати, кому интересно, ее канал называется Алена Принцесс ТВ. Можете посмотреть. 370 это немало. Да, она взлетела на видеопереходах. В приложении есть такие функции, когда можно по 1 секунде снимать, подкладывая музыку. Переодеваясь, и она шлеп. Это очень, вот это самое знаменитое, вот в одной одежде подпрыгнул, рыкс, и в другой одежде. Это очень интересно смотрится. По-современному, что делать, да? Сюда добавляем фасоль.
соль, Это не посол. обязательный компонент, но все-таки А вот обязательно поджарку делать? да. Обязательно. Да. Обязательно, Для да? борща пожарка обязательно. Поджарка. Да. Ну, то есть там морковь, свекла, Это- ее поджаривается с луком. Это пассерованные овощи. Пережаривается лук, морковка, свекла. Бобы добавляются, это уже ну, как бы моя хотелка, потому Да. что, в принципе, можно без них. добавлять, а можно нет. Да, можно и без них. Не, есть виды борщей, где вот добавляют бобовые. Хорошо. Александр, я знаю, у вас и очень интересное увлечение есть, да? Говорят, какие-то фокусы, да, присутствуют. Да, я раньше в школе одноклассница подарила мне книжку Арутюна Акопяна. Это отец Амаяка Акопяна. Который Ахалай Махалай, Ахалай помоги, Махалай, Амалай. да. Кстати, Который вы такой. помните, да? Конечно, Ахалай Махалай. можно. Вот его отец написал книжку о фокусах. Ага. Это было редкое издание, которое попало мне в руки, и я увлекся этим с детства. Судьба. Да, и потом даже ко мне приклеилось прозвище Факир. Ух ты. Я одно время даже зарабатывал этим, брал полноценные номера на корпоративах, на вечеринках. Да. Ну, то есть, как бы стеснения, боязни облажаться и не было. Очень разносторонний. Очень разносторонний человек, да. Ну, то есть, мне поэтому, когда говорили, вот к нам придет в гости придет Александр Ковалев, газовик-фокусник. Я говорю, Как это так? Как это так, да? Несовместимые Да, вещи, да, да? да. Как так? Вот, например, сейчас я хочу вам показать. Я специально не готовился, но просто вы понимаете, наверное, все взрослые люди, что для фокусов нужен какая-то подготовка, помощница или помощник, Ну да. реквизит, Да. Ассистент. Да, ассистент. Реквизит. Вот без реквизита просто я вот хочу подсолить, самое время подсолить вот соляночку. Вот где у нас соль? Вот соль? Вот соль. Так. Ага. Ну, Руки обычно всегда руки так. по локоть Вот, да, да, закапаны, да, да. В руках ничего нету. Берем соль, кулачок засыпаем. Так, сколько сыпать? Ну, много соли пошло. Много соли пошло, да. Ну, нормально у нас, бульон достаточно. Так что Где? Где соль? Где соль? А вот у Семена за ухом вот. Опа! Столько хватит, нет? Ну-ка. мы добавим. Немножко убавить надо огонь, чтобы пригорать. У Семена за ухом было. Так, да. Видели? Все видели. Да. Операторы стоят разинув. Еще рты. вот могу взять вот ложечку со стола. Ага. А, Обычная ложка. да. Но. Хочу присутствующих спросить. Вы верите в магию? Нет, ну иногда да. Приходится, потому Охрана, что. вы видите этого человека? Те, кто не верит, да. Ага. Сейчас я силой мысли согну эту ложечку. Постараюсь. Внимание. Здесь главное сосредоточиться. А не гнется же. Здесь главное сосредоточиться. Я плохо, видимо, подготовился, но вот сейчас все получится. Да ладно! Вы можете проверить, ложка обычно настоящая, железная. Семен, ну смотри, ну что такое? Что происходит? Ну, это пружинка, наверное, как где-то в руке была. Это обычная ложка, просто нужно немножко приложить усилий, А, силы воли и так далее. да. Так, ну что? Ну, вот это и есть фокусы, да? Это фокусы, да, конечно, дети очень любят это. Ну. Я, Да, знаете, взрослые любят, я взял люблю. за правило. Ну и, в общем, на день рождения приносишь не только ну, там, сок, печенюшки, Да, складости но и какие-нибудь. какой-то визуальный материал, правильно? Ну. Что я могу принести, фокусник, отец? Ну, фокусы. Газовик. Я же не могу им газовый баллон принести. Да. Я прихожу к ним с фокусами. Переодеваюсь, готовлю небольшой реквизит. 5-10 минут, пока они кушают, радостно смотрят фокусы. То есть дети воспринимают фокусы на ура. Ну. Взрослых обмануть очень сложно, конечно. Не, меня можно. Да, добавляем. Потому что я и гости были фокусники, да, Гольдер приходил, людей распиливал. Людей распиливаете? Да, я однажды распиливал людей, но дело в том, что этот опыт был не совсем, Расскажи, не совсем интересно. удачный. Ну, Слава богу, все обошлось. Ну. Но дело в том, что когда Как я говорится, положил в помощницу в прохождении ящик, фокуса ни один Да. человек не пострадал. положил да? помощницу в ящик, стал распиливать, пила пошла не по прямой, а чуть-чуть в сторону помощницы. И я зацепил ей там немножко одежду, Ну. только одежду. Хорошо. Слава богу, все это думал, ну ладно, ну там. Ну, И когда разъединил, соединил и вытаскивал вот эти дощечки, которые прикрывают внутренности, грубо говоря. да, ну Я чтобы... такой Как пафосно. внутренности или Да. дощечки? Ну, вот дощечки вот эти вставлял, и я вот так ее выкидывал, а сзади стояла ведущая. А, И не ей заметили. Да, ей попало прям
по ней попало уголком и оставил синяк. Я прошу прощения за это, если кто-то это помнит. Это было не специально, да. Ну, не без казусов, как говорится, да. Ну да, как говорится, любое действие должно быть подготовлено. Ну, а вы говорите, что и зарабатывали этим, да, иногда получалось? Ну, Ну, то есть, каким образом? Рекламу специально делали, где-то там выставлялись и все прочее? Ну, то есть, опять же, через знакомых? Нет, только типа, по Саша, иди знакомству, выступи. да, там юбилей, корпоратив. И вызывали? Да. А сколько номеров вообще есть? Ну, примерно. У меня? Ага. Никогда не считал. Это каждый раз я сажусь и каждый раз пишу список. Обновляется. Да, список, что зачем следует. Готовлю музыкальное сопровождение, реквизит соответствующий, тренируюсь, репетирую и потом показываю. То есть это каждый раз новое представление. Александр, поговорили немножко про семью. Как вы с супругой познакомились? И расскажите, пожалуйста, вообще, как выглядит ваш обычный рацион? Следите ли вы за здоровым питанием, здоровым или питанием? у вас какие-то есть? Кто свои... дома чаще готовит? Да. С супругой мы познакомились очень интересно. Мы пошли на день рождения к моим друзьям, и она была подругой моей подруги. Так. Потом все закрутилось, завертелось. Я ее очень полюбил. И мы уже с ней живем 20 лет. У нас 2 детей. Кушать мы готовим по очереди. Нет такого плана, что сегодня ты, завтра я. Ну, хозяйство ведем совместно. Подбрасывайте монетку. Нет, хозяйство ведем совместно. Если кто-то... Она работает детским стоматологом в городской стоматологии. Уже тоже более 20 лет. И тоже неплохо готовит. И, как правило, у нас, если я на работе, она готовит, если она на работе, я готовлю. Ну, в общем, кто свободен, тот честно и готовит. А готовим мы все, что готовят, наверное, в каждом доме. Каши, макароны. Фирменные блюда. Ой, у нее очень хорошо получаются чебуреки. Чебуреки и бабкин пирог. Знаете, что это такое? Нет. Бабкин пирог? Короче, может, это по-другому называется, но, в общем, на противне фарш или отбивное мясо, или по-французски как-то мясо называется. Да. Примерно. Бабкин пирог это с фаршем, а по-французски мясо это с отбивным мясом. Да. Ну, в общем, слой чего-то мясного, картофель, сыр, ну, такое. И заливается каким-то соусом и в духовке В принципе, запекается. ничего сложного, но тоже просто и вкусно. Да, действительно. А ваше фирменное блюдо? Борщ. Борщ? Да. Я люблю варить борщи, мне кажется, это очень сытно и надежно. То есть поел борща, забыл о голоде. Да. Можешь заниматься... И счастлив. Да, можешь заниматься любыми другими вещами. А специально следите за, ну, я смотрю, форме и все прочее, или, может быть, это просто генетика. Следите специально за правильным питанием, подсчет там калорий, белков, жиров? К сожалению, нет. Ем все подряд, я всеядный, так что с этим как-то просто. Ну, повезло, значит. Наверное, да. Если к 50 годам... Спасибо маме с папой за хорошую генетику. Да, это тоже немаловажно. Да. Слушайте, вы ложили же в борщ картошку. Так. И я знаю, что вы садите картошку специальных сортов и все прочее. Ну, то есть до передачи мы общались, вы сказали, что картошкой можете отдельную передачу специально рассказать. Да, а вообще садово-огородническая деятельность? Картошка, садово-огородничество. Как я уже говорил в начале передачи, у нас есть дача, так скажем, да. Это я знаю, земельный участок на Хатамиряхе. Запомнил. И мы там очень много лет выращиваем сельхозпродукцию для себя, для друзей, потому что бывает избыток, куда девать? Раздаем друзьям, знакомым и так далее. Отдельное место в этом занимает картофель. У нас в Якутии земли не очень богаты. Поэтому их всегда приходится удобрять. Там, сезон короткий еще. Короткий сезон, не очень богатые земли. Плюс нет навыков и знаний у людей в основном. В основном, да, согласен. Так вот, как я пришел к картофелю, к вот этому. Вот этот сорт называется Адретта. Это сорт выведен специально селекционерами. Он очень высокоурожайный. Добавлю, немецкими селекционерами выведен этот сорт. В голодные годы специально дали им задание, чтобы они вывели высокоурожайный сорт, чтобы у него была хорошая лёжкость. Это значит, он должен хорошо храниться, не гнить через месяц после выкопа. Хорошие вкусовые качества, высокая крахмальность и так далее. И самое главное, высокая урожайность. Не хочу похвастаться, но в хороший год у нас было X30 урожай картошки. Ну, да ладно, мешок, ведра 30 ведер. Мешок посадили, 30 мешков собрали. Ну, вот такой X30. Да, ну это очень много. Да, это достаточно много, но для этого надо, конечно, поработать. Во-первых, нужно подготавливать землю. Периодически
картофель, как любое растение, высасывает из земли питательные вещества. И нужно туда их привносить. Кто-то в промышленных масштабах привносит в виде удобрений химических, допустим, да, а на бытовом, на приусадебном уровне перегной, свежие болбахи нельзя вносить. Нужно, чтобы они хотя бы год полежали, перегнили, да, в кучку их сложите, полейте, закройте. Самое главное, что посеешь, что и пожнешь, тоже хорошая народная мудрость. Да. Сорт Адретто начинается все с заготовки саженцев. Начинать стоит с заготовки семян. Например, если просто так достались семена, посадите, что есть. Если вы уже собираете свои семена, то мы выкапываем сначала каждый кустик, смотрим, бывают урожайные кусты, видно, что мамка прям плодовитая. Оттуда берем Семена на генетически даже так материал, да, для будущих саженцев. Потому что если ты возьмешь с куста, где 2 клубенька, и посадишь, они принесут в следующем году по 2 клубенька. Ну, то есть где побольше, оттуда надо и брать семена на будущее. Плюс картофель семенной не должен быть горохом. Как минимум... Я считаю, что куриное яйцо. Как минимум с куриное яйцо, как минимум. Как минимум. Да. Можно чуть побольше. Потом это все хранится при определенной температуре весь год. Где-то в районе плюс 3 градуса. Желательно, да, в темном месте. Если у вас где-то нет таких возможностей хранить при определенной температуре, он начинает прорастать. Кто-то обламывает эти ветки. А это же уже ростки. Это уже начал жить картофель. Я не знаю, но мне кажется, это неправильно. Сажать вместе с ними тоже не совсем правильно. Поэтому лучше всего позаботиться именно о том, что ты сохранишь и потом посадишь. И оно потом приумножит твои силы. Ну, X30, конечно, это очень сильно. За 2 недели до высадки, а время высадки в Якутске наступает, когда, народная примета, когда на березе листочки уже с копеечку. Ну, это значит земля... Я считаю, что в то время, когда на турпанов охота начинается. 23-25 мая. Да, вот уже с годами я так понимаю, что земля уже прогревается настолько, что березка начинает брать соки, набухают листики, вот эти листочки, и уже в это время можно зажать картофель. Не позже, не раньше. Конечно, не все могут выделить. Ну, у нас больше уже готов. О, отлично. Да, пока Александр рассказывает, я Семену предлагаю уже начать сервировать, попробовать. Да, мне чуть-чуть. Коротенько закончу свою мысль. За 2 недели до посадки нужно картофель вытащить из погреба, либо с места, где он хранился, и положить, так скажем, просыпаться. Мне поварешку одну, пожалуйста. Это вот Александру мы выделим. Хорош. Картофель просыпается, я его выкладываю в ящики в один слой попками кверху. Если вы не знали, у картошки есть попка и... Ну, я вот это точно не знал. И верхушка. Попками кверху. Неделю он подзеленяется. Кстати, зелень на картофельном клубне – это для человека немного ядовитое как бы вещество, солонин, да. Да, уже нельзя кушать ее. Но для картофеля это жизнь. Потом перекладываешь глазками кверху, скопление глазков, присыпаешь мокрыми опилочками и не забываешь ежедневно опилочки увлажнять. И тогда через недельку у вас будут вот такие небольшие, пухленькие, тверденькие росточки, небольшие корешочки уже. То есть растение уже начинает жить. Это я к чему говорю? Можно и без этого. Но дело в том, что у нас лето короткое, и растение должно набрать силу. Набрать силу, созреть. То есть, если не спелый картофель собирать, это как не спелые яблоки рвать и кушать. Ну, тоже согласитесь. Ну, да. Поэтому уже 2 недели, считай, он растет в этих коробках. Потом высаживаешь в грунт безопасно. Конечно, нужно не забывать увлажнять в сухое время. Вот у нас бывает засуха, нужно как-то поливать. Ну. И уже в последних числах августа или в первых числах сентября можно собирать урожай. Уже? Да. Поближе можно? Да. О, мясо добавили. Ну что, передача наша потихоньку заканчивается. Давайте, друзья, приятного аппетита нам. Сметанку надо добавить. Давайте. Сметану обязательно. Да. Борщ без сметаны, деньги на ветер. Ну что, друзья, приятного аппетита нам. Посмотрим, что общими усилиями у нас получилось. Потому что, я, кажется, даже я принимал участие. Что-то там подрезал. Ну как тут не скажешь, действительно. Просто вкусно. Александр, спасибо, что были сегодня нашим гостем. Эфирное время не резиновое. И у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну что ж, друзья, самое главное в нашей жизни – это здоровье. Следи за здоровьем. Его, к сожалению, не купишь.
а все остальное приложится. Я как бабка старая сказал, да? На 100-м юбилее, да? Да. Ну, так есть. Здоровье в нашей жизни самое главное. Близкие, здоровье, это все надо беречь. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был, как мне сказали, Александр Ковалев, газовик-фокусник. Интересный человек с очень интересными своими историями. Александр, еще раз спасибо, что были гостем нашей передачи. А я, Петр Цепанин, на этом прощаемся. Семен Тарбахов, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Будьте здоровы, друзья. И действительно, кушайте, как мы всегда. Просто и вкусно. Красота. Кушаем и уходим в закат.